пра вельмі важны сацыяльны праект байкардзіо, які працуе, каб вырашыць адну страшную сітуацыю і зменшыць адну страшную лічбу, якую я даведаўся зусім нядаўна. Аказваецца, 15 000 чалавек за год памірае ў Беларусі праз тое, што побач з імі няма нікога, хто ўмеў бы аказаць сардэчна-лёгачную рэанімацыю да прыезда медыкаў. У нас у гостях заснавальнікі байкардзіо Константин Лермонтов. Прывітанне, Константин, па правую руку ад мяне, і Глеб Юрынок па левую руку ад мяне. Прывітанне, Глеб. Ну, раскажыце, з чаго пачаўся гэты праект? Як, ну, я так разумею, што Глеб увогуле медык, а вось Константин увогуле дызайнер. Ну, не только дизайнер. Сейчас расскажу, чем я занимаюсь. Не только дизайнер, да. И Глеб тоже не просто медик. Таму шлях Глеба да гэтага праекту, ён больш прадказальны, як мне здаецца, да? Але, можа, Глеб, нейкая канкрэтная сітуацыя вас наштурхнула на тое, каб пачаць маштабна нешта мяняць? Ці як гэта было? Знаете, я 6,5 лет проработал на скорой помощи, и очень часто, я бы сказал, даже практически в большинстве случаев, когда мы приезжали в таких ситуациях критических, когда необходимо было оказывать помощь до приезда бригады скорой помощи, помощь не оказывали в большинстве случаев. И это подвигло меня на мысль о том, что белорусы в большинстве своем очень плохо владеют навыками первой помощи и зачастую вообще не знают, что делать. Бок сэнс у тым, што калі некаму робіцца дрэнна, беларусы выклікаюць хуткую дапамогу, а пасля просто чакаюць, так, яе бегаюць там, амаль так, да. Машут руками, вот это все, да. И... Простите, я перебил ваш разговор, но начинать надо было не с этого. Не в смысле, что мы тут не по сюжету идем, а реально. Сама история, она заключается в том, что есть такая Елена Дундарова. Она основатель проекта. Ее здесь нет. Вот, с нами здесь сейчас в студии, простите. Ты так сказал, Константин. Ну, вообще, она есть. Она есть, она нас слушает. Елена, привет. Она соправдная, так, да. Да, вот. Елена, значит, она в декрете. У нее есть своя там личная история небольшая, но в итоге именно она пришла на Social Weekend. Она подала эту идею. В общем, с большего именно так вот, как она сейчас... скажем, не упакована, а скорее ну вот сами суть, основные аспекты, они именно так сейчас продолжают развиваться. Вот, мы расскажем как бы о самом проекте, вот, собственно, все это благодаря Елене. Уже можно рассказать, да. В принципе, мы уже в эфире. Значит, так что... Соответственно, началось все с Social Weekend. Елена, значит, подала заявку на Social Weekend. Что такое Social Weekend? Расскажи, что такое Social Weekend. Да. Расповесьте, что это такое. Спасибо. Конкурс социальных проектов. Это такой конкурс, но на самом деле это не конкурс. Это я считаю, что это инкубатор. В нем, конечно, есть конкурсная основа, то есть есть какой-то вроде как борьба за... Ну, там нет первого, второго места вообще, да. А суть такая, что 323, по-моему, заявки было в этом сезоне, и это 14-й сезон уже. Из них 50, ну, там эти 50 еще включают в себя... с хакатона социального еще результаты. Хакатон — это такой 24-часовой марафон социальных проектов. Карацей, калі хутка, каб не губляць час. Да. Некалькі чалавек заможных у Беларусі вырашылі, што яны хочуць нешта памяняць, скінулись крыху грашыма і ўтварылі ініцыятыву Social Weekend. І праз гэтую ініцыятыву такія праекты, як, напрыклад, байкардзіо і іншыя, якія накіраваныя на нейкія змены ў грамадстве, яны могуць атрымаць фінансаванне і рэалізавацца. Акрамя этого яшчэ з гэтымі праектамі працуюць ментары, нейкі час. Я так разумею, что в вашем выпадку это было 2 месяца, так? Это было 2 месяца инкубатора, да. Вось, вы пройшли гэтую инкубацию. Так я был ментором. Я сейчас расскажу всю историю. Там все очень интересно. Долгая история. Я б лепш поразмаўляў про вось... Про сами курсы, да? Да, курсы. Ну, вот, это 2 минуты мы хотя бы потратим на это, чтобы просто люди понимали, что такое social weekend, и, в принципе, замотивировать людей, слушающих, пойти туда со своей идеей. Мне кажется, тоже важная миссия этого эфира. Вот так вот. 2 недели, каждые 2 недели там день обучения, и вот на 3-й день обучения Елена уже отказалась от своего проекта. Чему так? Потому что она испугалась Красного Креста, насколько я помню. Она испугалась, кто-то ей сказал, что да ну, тебя никто не поддержит. В общем, одно на другое, и Елена отказалась. Она списала вообще проект с дистанции. Бок нехта патлумачыў ёй, што гэты проект не патрэбны для Беларусі.
что она не сможет его выполнить. Ну, она не совсем отказалась, она позвонила мне просто и сказала, что, Глеб, я не знаю, что делать. Значит, Глеб, я как ментор конкурса говорю тебе, она сошла с дистанции. Она написала организаторам всем Ну, этого я и не знаю. вышла. Да. В этот день, когда она отказалась от участия, ей прилетает ответ от Креатона, такого социального вот этого марафона на креативные концепции от креативщиков, что ее взяли, проект. Она звонит Глебу, точнее, она раньше тебя написала, так понимаю, ты ей ответил. А Глеб основатель одного из крупнейших, по сути, крупнейшее сообщество анестезиологов-реаниматологов В Европе. вообще в соцсетях. Значит, Это цікаво. 53 тысячи человек. Дзе яны існуе? Это ВКонтакте. В социальной сети ВКонтакте, да. Але ВКонтакте это такая, в принципе, збольшого рускамоўная сацыяльная сетка, то бок это рускамоўныя но есть там люди, у нас есть политкарта, да, тут участников из Европы, из Америки, из Азии. То есть можно Не, понятно, но они все равно русскоязычные, да. Ну, самая крупная в Европе, может быть, даже в мире, я не знаю, просто однозначно крупнее, чем русский Мы, националистический кстати, церковь. написали там сегодня про Павла Класс. Свердлова, да, про эфир и так далее. Значит, так вот, потом, значит, соответственно, Глеб Юринок с радостью, не с радостью, я там на месте, в общем, вписался в эту тему Подхватил поддержать. страх. Тут же, я так понимаю, ты же и подцепил Да, я привлек Вячеслава Маркова. Маркова. Да, Вячеслав Тоже Марков еще один член нашей анестезиолог-реаниматолог. команды, да, тоже врач-анестезиолог-реаниматолог, прости. Собственно, единственный, по сути, в Беларуси человек, который сертифицирован оказывать, обучать, оказывать курсы, проводить курсы. Сертифицирована Американская сердечно-легочной ассоциация реанимации. сердца как инструктор по СЛР, Всё сказал. сердечно-легочной реанимации. То бок, у прынцыпе, не кожны доктар можа запачаткаваць такія курсы увогуле. Ну, это платная история, она за границей, да, она занимает время и Да, это деньги. немножко другая история. Вообще любой доктор в нашей стране имеет право обучать людей здоровому образу жизни, да, и правилам оказания первой неотложной помощи. Да. Тут вопрос, что он именно сертифицирован в международных альянсах крупнейших, по сути, и это дает ему, там, например, право, когда он летит в самолете, воспользоваться второй аптечкой. Вторая — это которая закрытая для Просто врачей, ну, то есть, вот. В самолетах обычно есть два типа аптечек, да, для медиков и для немедиков. Да. То есть, круто. Это конечно, я не если ты ведал. скажешь, что ты врач, тебе, скорее всего, поверят и дадут ту аптечку, которую ты То бок просишь. вось гэтая класічная сітуацыя, ці ёсць на борту самалёта доктар, Да. нехта встае і яму могуць здаць вось гэтую другую аптэчку, Да, тому да. што И вот благодаря этому ён ведае, што сертификату, з ёй собственно, рабіць у прынцыпе. Да, да. Вот, Так. это значит, и это все в один день. Значит, и после того, как она Драматичная согласна... И после этого, в конце, значит, дня, она еще и мне звонит. Точнее, я ей звоню, потому что я услышал, что она сошла с дистанции. Ну, мне руководство говорит, а я как ментор, я с первого дня вел и ее, и еще там десяток проектов, помогал с неймингом, с концепцией, с бизнес-планом, скажем так. Вот. И, значит, я ее вел, и тут мне говорят, что она ушла, и я ей звоню, говорю, Елена, ну как, ну куда, как ушли, ну зачем, давайте вместе, я впишусь. А говорит, Константин, типа, сегодня такое случилось, что я уже не сошла с дистанции. У меня Креатон, у меня Глеб Юринок, у меня Вячеслав Марков. И как давай мне задорно это все рассказывать, я говорю, Елена, я с вами, короче. Да, Вот. вспышка. И это все за один Константин день. Да, стаў з ментара удзельнікам да, я так стал разумею. участником проекта, да, сооснователем тоже. Нам Гэта Вот было такая быў історія. я Очень павезло. зараз зразумеў, што это быў вельмі доўгі адказ на уласна рэчы першае пытанне. Константин, дык якая ж гісторыя прывяла дызайнера Константина у гэты праект. Добра, давайте пра мэты. Як мы можам паўплываць на сітуацыю, як вы Да, можете паўплываць на сітуацыю, што трэба для гэтага зрабіць, якія ёсць магчымасці і перашкоды? Значит, тут история такая. Я все истории рассказываю. Значит, есть две цели. То есть мы, по крайней мере, в проекте поставили две цели. Они очень понятные. Первая цель — это чтобы свидетели ситуации, когда человеку стало плохо, очевидцы, да, чтобы они, ну, понятно, во-первых, осознали, что это от них вообще зависит эта история спасения, потому что скоро не приедет. Я и чтобы добавлю, они что- получили навык. Это вот первая цель. Хуткая прыедзе, але Я добавлю, крыху что пазней. Да. Ну, человеческий мозг, он может жить только 3 минуты после остановки сердца. Поэтому во всем мире концепция скорой помощи сводится к тому, что эту помощь оказывают очевидцы, люди, которые находятся рядом. Потому что жизнь человека с остановкой сердца зависит от того, кто видит его первым. вот, да. Ну, то есть 3 минуты — это вот пум-пум, ты только сообразил, только увидел там, ну... Да, ёсць даволі невялікая верагоднасць, што за гэтыя 3 хвіліны побач апыняцца будзе Да, да. праходзіць. В Беларуси она практически отсутствует, Доктор. я так понимаю. Только если это доктор какой-то проходит мимо. Я менавіта пра доктара. Да. А так у нас людзі яны не умеюць. Вообще. Да?
Вообще не умеют. Если, в отличие, допустим, в Америке и в Европе 80% населения владеют навыками, да, базовой реанимации, и они могут провести, оказать эту помощь, то в Беларуси практически... У нас нет меньшинство аналитики насчет количества процентов в Беларуси, но типа у нас нет курсов. Ну, А то там есть на Заходе есть курсы аналогичные? очень много. Да. У нас Американская таких курсов ассоциация. нема, а Только, вот мире только. это очень Мы, по популярно. сути, первые. Там вместе с Красным Крестом и там, кто там эти, ну, не военные, а которые... Как-то, короче, вот, Фронтовали. типа военные курсы, грубо говоря, спецназа. Вот у них там общем, внутри есть первая помощь. В мире Ну, и существует всё. две основные организации, которые занимаются вообще вопросами сердечно-легочной реанимации, да, разработкой протоколов, программ по обучению как врачей, так и не врачей, гайдлайнов, протоколов медицинских. Это Американская ассоциация сердца и Европейский совет по реанимации. Также каждая страна в Европе имеет свой национальный совет по реанимации, который, руководствуясь Европейским советом, да, то есть имеет свои программы на государственном уровне по обучению населения навыкам оказания первой помощи при остановке сердца, вот, разрабатывает медицинские протоколы для врачей-реаниматологов и как бы унифицирует эту проблему и занимается Это решением. решение В унифицировать, Беларуси да. национального совета по реанимации нет. И поэтому сейчас мы создали инициативную группу по разработке Национального совета по реанимации в это Беларуси. другая мета, я так разумею. То бок першая не мета совсем. это научить людей. Это про другую цель, да. Смотрите, первое — научить людей. Для этого два решения. Создать курсы и... Национальный совет по и реанимации. створить совет. Да, Третье — точно. И социальная национальный медицинская совет, реклама. действительно. Почему национальный совет, чтобы решить эту цель? Потому что он будет внедрять эти курсы в школы, в вузы, и они будут одной и той же схемы, да, ну, то есть одной и той же плана. Процесс обучения будет Это обучение. унифицирован, стандартизирован. Глеб, Это первая цель. Вы шмат разоў сказалі слово протокол. Я так разумею, что в плане аказання гэтай сардэчна-лёгачнай рэанімацыі ніякай самадзейнасці у прынцыпе Абсолютно не верно. трэба Да, есть і не чёткі можа алгоритм. все что трэба рабіць. Есть четкий алгоритм прописанный, он утвержден международными организациями, этими двумя, которые я уже говорил. И протокол, алгоритм соблюдается строго по пунктам, что ты должен сделать. Каб Да. здагадацца, што ты мусіш зараз аказваць гэтую дапамогу і ведаць, што трэба зрабіць. Давайте про гэты алгарытм мы паговорым Вторую цель пазней. быстренько. Да, нам трэба агучыць другую цель. То есть первое, мы научили, допустим, и активно занимаемся обучением, создаем там курсы и так далее. Вторая цель — это чтобы этот навык, как таковой, чтобы он обрел ценность. Ну, в широком смысле. Чтобы люди подумали, действительно, я хочу это сделать, я хочу, это круто, это модно. Для разной аудитории это разными сообщениями, но в любом случае для этого нужно сделать социальную рекламу, и нужно массово проводить классные ивенты, чтобы люди хотели участвовать в них. Вот. Суть такая, что такое социальная реклама? Значит, у нас в Беларуси социальной рекламы, Глеб, подтверди, Нету вообще, пожалуйста, полный абсолютно. облом Слова совсем. медицинской. То есть у нас есть кое-какая реклама на тему «не кури, не пей», Да. По здоровому ладу да, життя. но на тему «как кого лечить», тем более спасать жизни, там, оказывать СЛР, просто никто этого еще не делал. Значит, я догадываюсь, почему, потому что у нас это сложно сделать. Ну, то есть сложно согласовать это с Минздравом, сложно согласовать это с городом, Минск-рекламой. Там, Мне здаецца, што трэба, каб гэтым займаўся Мінздрав, і тады Да, возможно. все будзе Да. лёгка. Ну, Да. значит, Мабыць. соответственно, для того, чтобы Возможно. закрыть эту цель, я сам лично сталкивался с этой историей социальной рекламы, работал в продакшн-агентстве, и там постоянно мне прилетали запросы. Костя, ну ты же давай креативный, ну придумай типа какую-нибудь социалку. Типа повесить бесплатно, вообще не проблема. Нас, все агентства владельцев сети заставляют вешать там раз в месяц социальную рекламу, это уменьшает их налоговую, по-моему, какую-то историю. Ну я так разумею, яшчэ ёсць просто нейкі час, калі плошчы гэтыя пустуюць. Ну не ўсе, напрыклад, В этот момент они вставляют Да, социалку. не ўсе бигборды продаліся вось на гэты Да. конкретный Но момент. если Можно весь год повесить. продан, все равно есть определенный месяц, он может быть растянут там на Очень периоды важно какие-то. привлечь внимание людей к этой проблеме, потому Я что... про кардиотон хотел прямо сейчас рассказать. Дарэчы, мне здаецца, што я разумею, у чым праблема. Сэнс і вось гэтае тое, што сказаў Канстанцін, тое, што зараз выратаванне жыцця, там уменне
аказаць гэтую дапамогу, трэба зрабіць каштоўнасцю. А зараз яно не з'яўляецца каштоўнасцю. Это насамрэч, мне здаецца, частка больш вялікай праблемы. Да? Это ставленне людзей адно да аднаго. Их нужно просто очень важно решать по порядку, потому что если мы создадим ценность, а курсов не будет, то есть спрос, предложение, то есть это такая тонкая тема, мы решили начать с того, что мы сначала закроем. Как бы мы одновременно в любом случае это делаем, но все-таки приоритет мы сейчас ставим на то, чтобы как минимум какую-то часть курсов начать проводить, показать пример, как это делать, поднять вообще хайп на эту тему, да. И одновременно, как решить вот социальной рекламой, то есть вот то, что пришла идея после того, как мы в Креатоне поучаствовали, сделать свой кардиотон. Это такой 24-часовой марафон, где собираются режиссеры, видеографы, всякие креативщики, сценаристы, актеры. Обычно еще в команде всегда какой-нибудь проект-менеджер, стратег там, да. Они собираются в группы разные, и вот у них задача придумать социальную рекламу и снять ее на следующий день. Я так думаю, без докторов так само такое мероприемство складано. Первый день — это обучение, там врачи по-любому участвуют, они рассказывают ситуацию про скорую помощь. Да, то есть как это все происходит, рассказывают эти жуткие истории, там, как все умирают, не умирают, там, показываются видео и так далее. То есть вся эта группа, они уже будут, то есть они проникнутся всей этой историей, как минимум, мы уже решим задачу, что у нас появятся люди, которые проблему хотя бы будут знать. И они своим языком, собственно, то, что они делают, смогут донести до всех остальных в итоге на третий день, это примерный план, в жюри Минздрав, в жюри владельцы сети рекламных, в жюри телевизионные каналы, радиоканал, да, Еврорадио, я надеюсь, тоже, может быть, придет. И чем больше нас будет, тем лучше. И вот, значит, питч. 10 команд, 10 социальных реклам, при этом они адаптированы и на видео, и на там билборды, да, и так далее. И вот Минздрав сидит, и у него есть выбор. И мне кажется, это будет именно этой козырем. Потому что так, когда кто-то снял рекламу и пришел, сразу же прилетает аргумент, это не то. А когда у тебя есть выбор, вот этот хорош. И мы решаем задачу. А номинация, которая будет как призовым фондом, да, она опять же пойдет не человеку конкретному, а на продвижение этого же ролика, по тому же таргету, да. То есть, понятно, эти все растащат бесплатно, но еще и плюс 3-5 тысяч рублей от партнера или больше даже. Это идеальный вариант. Звучит круто, да. Да. Но я это именно так вижу. То есть это, по сути, единственный вариант социалки в Беларуси, мне кажется. Потому что, будем смотреть, как у нас это такой будет самый получаться. эффективный. Я так разумею, Двигаться в этом направлении. зараз праблема ў тым, каб знайсці грошы і на курсы, і на кардиатон. И на кардиатон, да. Но это не проблема. Но грошей пока что нема. То есть их отсутствие — это не проблема, во-первых. Мы не в долгах, да, грубо говоря. И найти их у нас есть понятная стратегия и понятно, что делать. Поэтому это не то, что, знаете, как говорят, вы сталкиваетесь с проблемой. Мы не сталкиваемся с ними. Мы встречаем их, аккуратненько решаем, идем дальше. Значит, насчет конкретно плана сбора денег у нас есть стратегия краудфандинга, которую мы хотим... С ней хотим шумнуть максимально за счет того, что мы заранее соберем всех желающих. То есть это такой своего рода white-list будет. И я планирую первым, наша команда первой в стране попробовать реализовать эту историю, когда мы сначала всех желающих собираем в такой список. Всех жадающих зрабіць что? Во-первых, купить курсы. Да, открыть купить курсы у себе. Купить курсы себе. Нет, не открыть курсы, скорее просто купить наши курсы. Купить учительские курсы у нас. Инструкторские, да. Купить классный мерч от партнеров. Например, одна из концепций с каким-нибудь из банков, пока не озвучиваем конкретные, хотя уже есть у нас недоговоренности, в общем, дружеские отношения, выпустить пластиковую карточку, брендированную нашим проектом, на которой будет небольшая короткая инструкция. Коротко говоря, дави сильно, дави часто. Да? Грубо говоря. Или там... Мини-алгоритм. Какой-то микроалгоритм, который будет напоминать человеку каждый раз. Потому что знания эти забываются, так? То есть, да, безусловно. То есть через год ты уже вообще ничего не помнишь. Все курсы сведены к тому, чтобы повторять их каждый
каждые 2 года. Ну, 2 это уже прям вообще. Да, это то есть через 2 лучше года год. международные курсы, они недействительные. И ты должен их проходить заново. Вот, и это будет такой крауд, который, значит, будет куча интересных лотов партнерских. Ну, потому что тут можно много чего придумать по факту. То есть я уже молчу про всякий мерч, там, типа сердечко, которое сжимается, да, там, чтобы расслабиться. Тоже на сердце, как бы, да? Ты, если расслаблен, то тебе, как бы, ну, это попсовое. Креатив. Ну, чаму класна. Ну, вот. Глеб, давайте я цяпер крыху распытаю у вас. Давайте вернемся до того алгарытма. Все ж таки мы гэты эфир пазіцыянавалі не толькі як рассказ про байкардіо, а і як час, калі вы распавядзеце, што трэба рабіць, як трэба рабіць, хаця б у тэорыі. Да, 5-хвілінка тэорыі, сябры. У нас, дзякаваць Богу, зараз тут у студыі няма каму аказваць вось гэтую першую дапамогу. Давайте пачнем з галоўнага. Як зразумець, што перад вами чалавек, якому вот трэба ваше ўмешальніцтва? Хорошо, давайте разберем на примере, что вы стали очевидцем, что на улице внезапно человеку стало плохо, он потерял сознание и упал. Первое, что вы должны сделать, прежде чем подойти к нему, это убедиться в том, что вам ничего не угрожает, убедиться в безопасности. Потому что это могут быть поражения электрическим током, потеря сознания могла произойти на оживленной территории. Или на дороге, на дороге, тачка да, проезжает. Да. Убедились, что безопасно, вам ничего не угрожает. Только после этого вы подходите к нему. Подходите, подбежали. Гэта мне, прабачце, нагадала, што у самалёце, калі выпадаюць кіслародныя маскі, усіх вучыць спачатку на сябе, апрануць, пасля на дзіця. Да, абсолютно да. верно. Трэба не згубіць на першай стадыі таго чалавека, які можа дапамагчы. Зафіксавалі, так. Зафиксовали. Подошли к пострадавшему. Вот. Вам нужно проверить его сознание, его реакцию. Потрясли аккуратно за плечо, так вот, например, окликнули: «Эй, там, мужчина, девушка, женщина, с вами все в порядке?» Оценили, отвечает, реагирует или не реагирует. Вот это ключевой момент, потому что если человек, допустим, в алкогольном опьянении, то, скорее всего, после ваших действий он откроет глаза, что-нибудь промычит, да, что-нибудь скажет. Вот это совсем другая история, другая ситуация, не требующая каких-то вот активных действий в течение 10 секунд. Вот. Ну, и запах, будем разбирать самую плохую ситуацию, что он не реагирует. Вот. Вы должны привлечь к себе внимание следующим образом. Позовите на помощь, окликните окружающих, привлеките к себе внимание, что есть такая проблема. Да? То есть если человек упал, потерял сознание и не реагирует, это уже какая-то критическая ситуация. Уже нужно скорую вызывать. Да, уже нужно вызывать скорую. Далее вы должны оценить, дышит он или нет. Если вы умеете определять пульсацию на сонных артериях на шее, вы можете это сделать. Можем показать, знаешь? Неправильно. Смотри, вот прям внутрь туда вот пальцы засунуть 3. Сейчас, Константин, это не обязательно вот, определять пульсацию. Это важно знать. Самое главное — определить дыхание. Вы должны наклониться к пострадавшему. Вот, и по принципу «слышу, вижу, ощущаю». Запрокинуть голову, выдвинуть нижнюю челюсть. Немножко аккуратно. Не свою. Приложить ухо к дыхательным путям. То есть вот так. Да? Или что? Запрокинуть. Достаточно просто запрокинуть голову. Приложить ухо к дыхательным путям. Глаза устремить на грудную клетку, наблюдать за экскурсиями и определять, в течение 10 секунд дышит человек или нет. Дыхание, гэта, па-першае, Есть экскурсия. рух, да, тое, што вы чуеце. У трахеях, там недзе, да, внутры шеи. И по-другое, гэта... Да. Если человек дышит, вы будете слышать это ухом. Вы ухо плотно прикладываете Плюс вы почувствуете дыхание на путей. щеке, да. Там. Да, и глазами можете определить. Человек дышит, у него будет двигаться, грудная клетка будет движение. Найхутчэй. Ну вот зараз зима, мне здаецца, што ў людзей вельмі шмат вопраткі, і гэта можа не спрацаваць. Таму менавіта трэба... Значит, дыхание может как отсутствовать, так и быть агональным. Что такое агональное дыхание? Это дыхание, которое очень редкое, и оно напоминает вам как дыхание, знаете, как рыба глотает этот воздух, когда ее достать из воды. Вот так вот, да. Это могут быть редкие, неэффективные вдохи. Это тоже свидетельствует о том... На самом деле, вот в этом случае, прости, что перебил, что если вы видите, что там куча одежды и так далее, и человек, ну, типа, плохо слышно, как он дышит, в первую очередь, в любом случае, нужно освободить ему, да, дыхание. Да, потому что если все-таки вам придется его реанимировать, вам нужно будет освободить тело от одежды, освободить грудную клетку. Допустим, ситуация у нас такова, что у человека действительно остановилось сердце, то есть мы сейчас определяем по остановке дыхания. Сейчас не рекомендуют искать пульс, щупать его. Многие люди не умеют этого делать, на это тратится лишнее время. И сейчас все мировые алгоритмы сводятся к тому, что
Оценили дыхание, определили, есть, нету, сомнительно. В любом случае, если у вас есть какие-то сомнения по поводу того, дышит пациенты, дышит пострадавший или не дышит, или дышит неэффективно, начинайте реанимацию. Глеб, нехай вас не засмучае, што я трымаю телефон у руках, я просто гляджу, ці ёсць каментары і пытанні. Гэта не значит, что я вас Да, не конечно, слухаю. я понимаю все. Главное, чтобы не ты слушал. Мы тебя отдельно еще обучим. Окей. Далее, вы должны вызвать скорую помощь, либо попросить это сделать окружающих. Четко сказать, что человек упал, потерял сознание, он не дышит, и точно назвать адрес. И если сказать, что вы сейчас будете оказывать сердечно-легочную реанимацию, то скорая летит на максималке. Мне просто очень нравится все время рассказывать, потому что для меня это, такой... Тут очень важно, чтобы никто не использовал ни в коем случае это как чит для того, чтобы там кто-то быстрее приехал. Сказать ему по приколу, что мы СЛР, то так врач быстрее Я приедет. открою Это секрет исключено вообще. ко всем пациентам, категории которых отправляются бригады скорой помощи с вызовом без сознания, да, потеря пациента без сознания, это экстренный приоритет, и выезжает, как правило, реанимационная бригада, либо бригада интенсивной терапии максимально быстро. Да. Ну да, это если позвонить сказать, что температура, то давай вернемся к алгоритму, Да, четенько да, его да, пум-пум-пум. Далее освободили грудную клетку от одежды, расстегнули шубу, вот, достали. Человека. Вам нужно взять руки в замок. Правую на левую, левую на правую, это не важно. Вот, руки в замок — это наиболее удобная позиция для Да, нижнюю сердечно-легочной прямо при этом. реанимации. Да. Далее определить точку для компрессии. Точка для компрессии грудной клетки будет середина, примерно середина грудной клетки, либо 2-3 пальца выше мечевидного отростка. Компрессия осуществляется основанием ладони строго по средней линии грудины. Руки прямые, не согнутые в локтях. Компрессия осуществляется корпусом тела и весом своего тела Я покажу, фактически. значит. Если вот тут, допустим, грудь, то вот так идет. Вот выпрямляете спину и плечи прямо над руками. Жаль, что у нас нет с собой манекена, так бы мы сейчас Хотел, показали знаешь, бы. что на тему солнечного сплетения и того, где же эта грудина, что тут вот можно прям зацепиться за нее, вот за эту косточку. Пробовал, конечно? Американцы обучают проще, они говорят, найдите середину грудной клетки до центра и расположите руки перпендикулярно по отношению к ней. Ну да, детство. Ну, добра. Значит, компрессия осуществляется с частотой 100-120 в минуту на глубину 5-6 сантиметров. Мы будем говорить о hands-only CPA, так называемая handmade реанимация, когда не используются перерывы на искусственное дыхание, искусственную вентиляцию легких. Почему от этого отказались? Потому что посчитали, что сделать правильно этот навык достаточно тяжело, не всегда это получается, и на это тратится лишнее время. Вот наша главная цель – это поддержать доставку кислорода, доставку крови к головному мозгу. То бок вось гэтае націсканне на грудную клетку не будзе перамяжацца з Не будет. штучным дыханнем. Да. Да. Непрерывная Просто качаться компрессия до приезда скорой помощи, либо до того момента, пока вас кто-нибудь не сможет поменять, сменить, либо вы не устанете. 120-140 разоў. То бок 100-120 в минуту. Гэта Да. прыкладна адпавядае колькасці удараў сэрца, пульс Нет, не то. Это больше. это больше. Ага. Больше. В норме частота сердечных сокращений это 60-90. Просто я памятаю 120 на 80. Считается, что частота 100-120 это необходимый уровень для поддержания перфузионного давления в сосудах сердца и сосудах головного мозга. Што дасягаецца? То бок гэтым мы штучна Цель? робім выгляд, что сердце... Вот оно работает и качает. Цель – сдавить сердце между грудной клеткой, между грудиной и позвоночником. Кровь, которая находится в желудочках сердца, выталкивается в дугу аорты, и кровь поступает в коронарные сосуды, да, и в головной мозг. То есть цель вообще реанимации до приезда скорой помощи – это не оживить человека, а поддержать жизнедеятельность головного мозга до приезда скорой помощи. Вот эти вот 3 минуты, про которые мы говорили в самом начале. Потому что головной мозг без поступления крови, без кровообращения погибает в течение 3-5 минут. И дальше… Да, фактычна мы гэтымі дзеяннямі працягваем вручную биологическую крутить жизнь, по кроў сути. Да. организме человека. Это называется Ручная клиническая реанимация, смерть, да. по факту. Вот этот период до, это такой бордо клинической От смерти. остановки сердца до биологической смерти, да, этот период называется клиническая смерть. Но хочу заметить, что нигде в англоязычной литературе такого термина нет, он придуман, скажем так, вот Неговским был, вот, и это наш термин, да. И тоже интересный момент, что в англоязычном языке есть только одно определение
остановки сердца, это cardiac arrest. Все. Если мы говорим про остановку сердца, там, массаж сердца, да, то есть термины очень, допустим, они принципиальны и однозначны. Угу. Русский язык. Все, мы у такім стане прыезду скорай. фіналізуем, да? Мы чакаем, ці нас нехта падмяняе, але гэтае дзеянне трэба рабіць, пакуль не прыедзе хуткая дапамога. Абсолютно верно. Что будуць рабіць дактары? Ну, просто цікаво, что будет далее. Что будет делать скорая помощь? Значит, в большинстве случаев, 80-90% случаев, остановка сердца происходит через фибрилляцию желудочков. Это такое фатальное нарушение ритма сердца, когда миокард, он, скажем так, фибриллирует, да, и необходимо нанести электрический разряд, произвести дефибрилляцию. Вот. Поэтому скорая помощь, скорее всего... Найхутчэй яны достанут. Я расскажу, я хоть и не медик, и в скорой не работаю, но у меня так вот, как просто у обычного, грубо говоря, обывателя, сложилось очень четкое понимание на этот счет, что пока врачи будут продолжать за тебя тоже качать эту историю, и это бывает иногда часами, так, Глеб? Бывает же, да? Пока они это делают, одновременно другие врачи находят проблему. Где там что? Тромб, не тромб. Есть обратимые причины остановки сердечной деятельности, да, и пока идет реанимация, народный предмет, параллельно например. идет... Например, у тебя остановилось сердце, потому что ты просто не можешь дышать, потому что у тебя в горле. Это может быть инфаркт, пока найдут его. инсульт, различные состояния, которые требуют каких-то вмешательств, которые могут восстановить работу сердечной деятельности. И вот врачи качают, все по очереди меняются там по кругу, да, качают, пока кто-нибудь не найдет все-таки там, рентген иногда делают, вот скажи, Глеб, да, в процессе? Да, можно сделать. Ну, то есть параллельно еще и рентген делают. Яны ўжо едуць у хуткай, яны ўжо прывезлі чалавека ў лякарню, так? Ну, так ты рентген на полевых умовах же не зробишь, я так конечно, понимаю. да. Они пока едут, они то, что могут, я так понимаю, определяют, да, пытаются, если не смогли. Добавлю немножко, что есть специальные устройства, которые выполняют реанимационный массаж сердца, да, это называется кардиопампы, да. Вот, такие автоматические компрессоры грудной клетки, их можно подключить и вести, допустим, пациента в стационар, где ему в дальнейшем могут искать. Мы же обещали ответить на вопрос, почему же биджиз вообще. Да, и вот это как раз самое время, что вот 100-120 ударов, есть такой просто трек Staying Alive. Staying Alive. Да. И, собственно, вот это как маячок такой. Вот вспомнить этот трек и просто в ритме. Але мне здаецца, што і гэты трек якраз уключае ў сабе і штучную вентиляцию. То бок та-та-та-та, staying alive. Нет, не обязательно. Говорят, что в американских медицинских колледжах этот трек, эта песня играет в перерывах, чтобы студенты запоминали необходимый ритм, необходимую частоту для СЛР. Я памятаю, было пытанне просто ў штодзе калі про гэты трек. Да, было, да. 103 удара в минуту. Поэтому мы как бы и хотели бы вот по максимуму этот трек тоже продолжать транслировать везде, где только здорово, можно. Скончится наш эфир, послухайте. Без жартов, да, мы его запустить не можем, потому что я не упэўнены, что у нас есть аўтарскія правы, что YouTube нас не забаніць за то, что мы его зараз запустим и так далее. Але вы послухаць можете. Вось так, биджиз яны з якого часу? З 70-х, з 80-х, я не ведаю, да, гэты гурт, які любілі яшчэ нашы бацькі, у Савецкім Саюзе, дарэчы, яны былі папулярны. Вось такое дачыненне яны маюць да тэмы нашага эфіра, да сардэчна-лёгачнай рэанімацыі. Слухайце, у нас засталася прыкладна хвіліна, насамрэч, это вельмі не шмат. Давайте мы что-нибудь важное. Очень важное про амбассадора. Да. Передадим привет, например. Не, ну да. Привет. С днем народжения. Пользуясь случаем, хочу передать привет своим коллегам из 4-й городской клинической больницы города Минска, собственно, где я и работаю, отделению анестезиологии и реанимации и отделению сосудистой хирургии. Я не жартовал на конкурсе. А также моей маме и всем моим близким. Значит, слушайте, есть реально важная тема амбассадоров. Значит, привет, это так само было важно. История такая, что мы ищем людей, лидеров мнений, люди, которые в определенных нишах, в разных, конечно, желательно, имеют какое-то влияние, скажем так, да. Мы подключаем их как амбассадоров, при этом это амбассадоры не сетевых компаний, как это обычно происходит, а это просто люди, которые нас поддерживают, которые соглашаются транслировать информацию о нас. Мы как бы вроде как вот мы обращаемся, и по сути все соглашаются, и мы хотим прямо сейчас в эфире спросить тебя, Павел.
Согласишься ли ты быть амбассадором? Могу Мы не быть. просим тебя продавать наши курсы или там... Также пройти их обязательно. А вот насчет пройти история такая, что мы создаем специальный ивент, и это будет прикольный ивент. Это будет не лекционный зал, где там все сидят и учат, как это делать. Это будет классная локация, это будет куча прикольного контента, куча СМИ, которые вместе со всеми амбассадорами в один день, ну, если будет много амбассадоров, то в 2 дня, ну, грубо говоря, пройдут курс СЛР. Ці Весело можна и задорно. да вас вось хто-небудзь паглядзеў наш эфір, хоча стаць амбасадорам, умоўна кажучы, уплывовы чалавек. Ці можна звяртацца да вас, бо ты сказал, что вы зараз шукаеце і прапаноўваеце, да? Да, в основном мы. И если человек очень активно хочет, и он действительно в какой-то нише имеет, ну, то есть, ну, значимое какое-то... То есть в любом случае есть вариант поддерживать нас, но можно и получить конкретно ссылку на соглашение в Google форма, где вот прям я согласен это делать, это делать, это делать, и это делать, и я согласен получить все плюшки от амбассадорства. Есть плюшки? О, там нормальные, да. Поэтому... Предложение в прямом эфире нельзя отказываться. Не, я абсолютно згодны. Я за тое, каб людзі ўмелі аказваць першую дапамогу. Будем завершаць. Што я хацеў сказаць? Я паглядзеў перад эфірам статыстыку. 120 тысяч чалавек памерла ў Беларусі за 2018 год. Прыкладна, да, крыху больш. З іх 15 тысяч чалавек. Это есть такая Примерно. статистика. Да, прыкладна 15 тысяч человек Я померли. скажу, каждые 45 секунд в Европе один человек умирает от внезапной остановки сердца. Раз. И каждый год от неоказания первой помощи умирает больше людей, чем умирает в год от рака. Об этом никто не задумывается. І амаль кожны, нават больш, чым кожны 10-ы беларус, які памёр у 2018 годзе, памёр таму, што яму не было побач чалавека, які мог бы аказаць першую дапамогу, этой рэанімацыйныя мерапрыемствы. Таму гэта вельмі важна, это кожны 10-ы, якога можна было выратаваць, але які не быў выратаваны. Мы размаўлялі сёння з заснавальнікамі, не з усімі, але з заснавальнікамі, драйверамі, да, сацыяльнага праекта Байкардіо. Константин Лермонтов нам распавёў, як гэты праект будзе прасоўвацца, у чым яго мэты і гэтак далей, а Глеб Юрынок даў падрабязную абсалютна інструкцыю пра тое, як аказваць першую дапамогу, як зразумець, што чалавеку яна патрэбная. Вось адказаў на ўсе гэта вельмі важнае пытанне. А Павел Свердлов в прямом эфире стал амбассадором проекта Байкардио. Амбассадором. Приходите на курсы и не бойтесь оказывать первую помощь. До побачення, сябры. Константин Дякую Глеб, всім. наадварот, Спасибо Константин Глеб. Павел Свердлов працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Спасибо Еўрарадыё. всем, пока.